Алексей Ермолов. Прославленный русский полководец и генерал Алексей Ермолов свою родословную начинал так. Предок наш, татарин Арслан Мурза Ермола, по крещению названный Иоанном, в 1506 году выехал к великому князю Василию Ивановичу из Золотой Орды. Ермолов очень часто и с удовольствием вспоминал, что ведет свой род от знатного татарского Мурзы Арслана. Свое поведение и образ жизни на Кавказе Алексей Ермолов выстраивал подчеркнуто на восточный манер. Мало кто знает, но он был трижды женат на мусульманских женах. Алексей Аракчеев. Из татар происходил и известный генерал Алексей Аракчеев, любимец императора Александра I и фактически управитель Российской империи в 1815-1825 годах. Аракчеев был единственным докладчиком царю по большинству ведомств. Его предок, казанский татарин по прозвищу Аракаще, в середине XV века перебрался в Московское княжество. По одной из версий, фамилия Аракчеев образована от тюркского прозвища Аракчи и в переводе означает «того, кто пьет водку, любителя выпить» или «продающего водку». Федор Апраксин. Главный помощник Петра Великого по морским делам Федор Апраксин вел свой род от татарина Салхамира. Правнук Салхамира на Руси получил прозвище Апракса, отсюда и пошли Апраксины. Выходец из Большой Орды по имени Салхамир, вероятно, мог только мечтать, что его потомок Федор Апраксин станет ближайшим соратником царя. Но мог ли он поверить, что правнук ордынца будет одним из создателей российского флота и первым генерал-адмиралом? Иван Тургенев. Тургеневы – это дворянский род из «Бархатной книги», берет начало от татарского Мурзы Арслана Тургена. Арслан – лев. В 1440 году он приехал из Золотой Орды к великому князю Василию II Темному и попросил русское подданство. При крещении Арслан получил имя Иоанн, Иван. Отец писателя, Тургенев Сергей Николаевич, был отставным полковником, не особо богатым, поэтому по расчету женился на Варваре Лутовиновой. Федор Тютчев. Известный поэт Федор Тютчев был потомком татарина Тютши, в переводе с тюркского «игрок на пастушьем рожке». Первый известный представитель династии Тютчевых упоминается еще в сказании о Мамаевом побоище, то есть служил московским князьям еще в XIV веке. А через 500 лет его потомок Федор Иванович своим творчеством оказал огромное влияние на русскую поэзию. Александр Куприн. Татарская кровь текла и в жилах писателя Александра Куприна. Его мать была из татарского рода Куланчаковых, который происходит от князя Куланчака. Позднее Куланчаковы влились в ряды русского дворянства. Александр Куприн во многих произведениях напоминает о своих татарских корнях. Да и в жизни он считал себя татарином и постоянно подчеркивал это. Его часто можно было увидеть расхаживающим в тюбетейке и национальном узорчатом халате. Из воспоминаний Ивана Бунина. Сколько в нем было когда-то этого звериного, чего стоит одно обоняние, которым он отличался в необыкновенной степени, и сколько татарского. Николай Карамзин. Автор фундаментального многотомного труда «История государства российского» Николай Карамзин вел свою родословную от знатного татарина, воина Кара-Мурзы, что в переводе означает «черный князь». Отец писателя Михаил Карамзин русифицировал фамилию, из Кара-Мурзы стал Карамзиным. Потомок ордынца произвел революцию не только в русской историографии, став Колумбом российской истории, но и в литературном языке. Петр Чаадаев. Публицист и философ Петр Чаадаев своей фамилией обязан одному из полководцев Чингисхана, литовскому татарину Чагатаю или Джагатаю. В XIX веке его потомок Петр Чаадаев за статьи, в которых называл жизнь в России духовным застоем, был объявлен сумасшедшим. Так возникла печальная отечественная традиция всякая свобода мысли считать безумием. Именно Чаадаеву посвящены известные пушкинские строки «И на обломках самовластия напишут наши имена». Александр Суворов. Отец солдатов Александр Суворов носил фамилию, которую мы привыкли считать русской.
Однако происходит она от татарского прозвища «Сувор», что означает «наездник», «всадник», «кавалерист». Первым, кто носил эту фамилию, стал татарский сын Гареин Суворов, о котором упоминается в летописях за 1482 год. По мнению историков, фамилия Суворов исходит от названия народа Сувар, что является убедительным подтверждением суварского происхождения известного полководца. Отец его, Василий Иванович Суворов, был выходцем из мензелинских служилых людей. Павел Милюков. Дворяне Милюковы предпочитали именовать себя выходцами из немецких земель, но этимология фамилии свидетельствует о тюркском происхождении. Фамилия знаменитого министра иностранных дел Временного правительства в 1917 году Павла Милюкова – это на самом деле искаженная Меликов, а происходит она от татарина по прозвищу Мелик. Мелик означает «царь».